Таджики устроили бунт, и на этот раз не Эмомали Рахмону. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого интересного. Таджикские мигранты, отправленные российскими строительными компаниями на восстановление разрушенного Мариуполя, жалуются, что работодатели их обманули. Некоторые из таджикских мигрантов работают в оккупированном российскими войсками Мариуполе уже полгода. Другие прибыли более месяца назад. По их словам, работодатели выплачивают им только половину обещанной зарплаты. Ряд российских строительных компаний предложил мигрантам из Таджикистана заработать на восстановительных работах в Мариуполе. Согласившимся пообещали платить от 130 до 250 тысяч рублей в месяц. Помимо высоких зарплат, трудовым мигрантам обещали соцпакет, временное жилье и трехразовое питание. Мигранты жалуются, что за свою работу в Мариуполе получают всего 60-70 тысяч рублей. Такую зарплату многие из них получали и в самой России. 20-летний мигрант Сунатула работает в Мариуполе больше месяца. Нам обещали зарплату в 120 тысяч рублей и сказали, что первую часть мы можем получить 15 числа каждого месяца. За полмесяца мне заплатили 45 тысяч рублей. Обещали временное жилье и трехразовое питание. Жилье хуже некуда, питание отвратительное. Многие жалуются, что работодатели выплачивают заработную плату не в полном объеме и с опозданием, сказал мигрант в телефонном разговоре. Собеседник добавил, что намерен при удобном случае покинуть Мариуполь. ИСО, другой таджикский мигрант, утверждает, что за 5 месяцев работы в Мариуполе зарплату ни разу не выдали в срок. Как вы относитесь к такой ситуации? Предполагали ли вы, что наших соотечественников так обманут? А попытки получить комментарии представителей строительных фирм и частных лиц, которые занимаются набором и отправкой строителей в Мариуполь, оказались тщетны. За последние полмесяца поступило несколько жалоб от таджикских мигрантов, работающих в разрушенном Мариуполе. Начиная с лета, некоторые российские строительные компании предложили мигрантам заработать на восстановительных работах в Мариуполе. Точное количество отправленных из России в Мариуполь граждан Таджикистана неизвестно. Один из мигрантов, который работает в Мариуполе с августа, сообщил, что только строительная компания «Реставрация» направила в разрушенный город в Донецкой области 110 рабочих, большинство из которых таджикистанцы. Тем временем правозащитники считают, что мигранты находятся в Мариуполе нелегально. Мариуполь – это территория Украины. Они находятся и работают там без разрешения украинских властей. В стране продолжается война, и если мигранты-строители попадут в плен, то понесут наказание согласно украинским и международным законам. Женевская конвенция об обращении с военнопленными к ним применяться не будет, говорит таджикский правозащитник. В посольстве Таджикистана в Российской Федерации ранее заявили, что официального уведомления от российских властей об отправке таджикистанцев на восстановление Мариуполя не получали. До этого диппредставительство попросило граждан Таджикистана воздержаться от поездок в опасные регионы Украины, но, как видите, не все послушались и получили. После начала войны с Украиной портовый город Мариуполь в течение многих недель был осажден российскими войсками, а с середины мая оккупирован ими. Город почти полностью разрушен. Сейчас российские власти стараются восстановить Мариуполь, в том числе и с помощью трудовых мигрантов. Как вы думаете, эта проблема решится или стоит бежать мигрантов оттуда и не оглядываться? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!